Аяза Гилязова, или я не знаю, там кого-нибудь, Гаяза Исаки, то она никогда это не вплетает. А я потом буду на себя смотреть и плевать себе в лицо, потому что я не сделал самое главное, потому что я не передал язык предков. Поэтому мы садим и смотрим. Но вот эти фразы, они должны вернуться. То есть мы должны уметь работать с языком. Сегодня есть одна основная проблема, что учитель, который преподает татарский язык, он, к сожалению, не владеет и вот этим понятийным аппаратом. То есть для него татарский язык родной. Если бы он его выучил, как английский по учебнику Матюшкина, Герке или Аракина, он бы знал, как это делать. Он не знает, как это делать, понимаете? И, соответственно, идет вот такая неправильная ретрансляция педагогических или методических приемов и технологий. Но я еще раз говорю, вот сейчас, конечно, нужно срочно определиться, кому мы обучаем татарский язык. Да, конечно, субханаллах, хорошо, если пришел в городскую школу ребенок по-настоящему татароязычный. Но вот я могу сказать, на 1646 детей настоящий татароязычный ребенок, который, видимо, с детства впитал язык матери, у меня в школе один. Это Ронян, которого мы везде используем для всевозможных конкурсов. Дальше таких детей нет. Понимаете? То есть это в лучшем случае будет прискоком второй язык. Вот как в моем случае, в моей семье. Потому что это и я кредитовался в следующий месяц. Nurgül правильно отвечается. На балалар бақшасында, mesela мен өзімнің баламны намдағы балалар бақшасында бердім татар төркеміне. Біздің тәрбиешілер, алар ikisi de татарша сөйлештілер. Ләкин біздің нянялар, алар бүтінісі рус milletinden, алар русча сөйлешә. Һәм 3 яшьлек бала, ул күбрәк алар белән аралашканга күрә, ул татар телен онытты. Һәм ул мәктәпкә килгәндә инде, аны бернинди сүзлеге юк. Чөнки көн дәвамында